С начала военных действий на Украине в республику прибыли 1213 вынужденных переселенцев. Это данные миграционной службы. В список попали те, кто встал на учет и оформил разрешение на временное проживание. Треть граждан братского государства обосновалась в Воркуте. Члены общественной палаты подняли вопрос о материальной поддержке тех, кто приютил беженцев и несет затраты. Ольга Коняева следит за ситуацией. Жители Донецка Дарья и Дмитрий почти новобрачные. Как только объявили перемирие, решили расписаться. В ЗАГСе даже дату уже назначили – 3 октября. Но хрупкий мир продлился недолго. В сентябре их дом разбомбили. После этого молодая чета переехала в Сыктывкар. Здесь еще летом обосновалась мама Дмитрия Лариса Менделева. Диме звонили каждый день с Дашей. Все время они в подвале. Зову. Да, все будет. Вот наладится, вот обещают перемирие. Ну, а когда уже попал снаряд к ним в дом, я говорю, и свахи начала говорить, посылай их сюда, потому что ты хочешь бабушкой быть, и я хочу бабушкой быть. Так они и приехали. Здесь, в Сыктывкаре, семье вынужденных переселенцев помогли обычные люди. Приютили, накормили, вещами помогли. В ближайшее время Дарья и Дмитрий планируют снять квартиру и найти работу. Тем временем на рабочей встрече заседания по проблемам беженцев члены общественной палаты Коми поставили вопрос, кто возместит затраты жителей Коми, которые не бросили в беде пострадавших от войны украинцев. Беженка живет сегодня у меня. Она живет практически на моем месте. Ну, какими-то деньгами она приехала, конечно. Ее мать попросила меня, таки девочку, забрать, потому что там убивают, насилуют и так далее. Ситуация осложняется тем, что в ФМС документы оформляют довольно долго. Вроде бы и введен упрощенный режим, но получить какой-либо статус быстро все равно не получается. Из Усинска в общественную палату Коми пришло обращение. В местном отделении миграционной службы значительно выросла очередь из украинцев, покинувших территорию военных действий. Записались для сдачи документов, их очередь составляет 174. Семья 4 человека, из них 2 детей. Значит, что мы получаем из муниципальных образований? Что отделения УФМС в основном принимают по 2-3 семьи в день, и 2 раза в неделю производится вот этот прием. Естественно, что логически возникает вопрос, когда наступит очередь 174. Заместитель руководителя Коми обещал разобраться в ситуации. В целом, информировал Андрей Машанов, в Коми около 1200 беженцев с Украины. Половина из них уже получили статус временного убежища. Выделенные для республики дополнительные квоты на временное проживание уже закончились. Зато в следующем году их будет на 500 больше. Кроме этого, у нас начала работать, как и в других субъектах Российской Федерации, комиссия по определению статуса носителя русского языка. Это новация изменения в гражданстве, в законе о гражданстве Российской Федерации. Ряд людей войдет по данному направлению деятельности, то есть признание носителем русского языка, оформление вида на жительство и получение гражданства Российской Федерации по упрощенной форме. Кроме того, в сентябре вышло постановление правительства Российской Федерации, согласно которому вынужденные переселенцы могут получить материальную выплату 3000 рублей. Правда, полагается она только тем беженцам, которые приехали в Россию до 15 июля и обратились в ФМС за временным убежищем до 1 августа. Эти люди обращаются с заявлениями в уполномоченный орган или Федеральную миграционную службу. К сожалению, Федеральная миграционная служба пока эти люди не обращались. Нужно учитывать, что, к сожалению, еще есть сразу одно очень важное уточнение. К сожалению, для нашей республики большинство людей к нам прибывало вот уже позже 15 июля. Таких людей будет не очень много. Но те, кто есть, тем мы поможем. В Коми на выплату, по данным ФМС, претендуют примерно 90 беженцев. Впрочем, зарабатывать своим трудом все равно придется. В службе занятости отмечают, уже половина обратившихся к ним переселенцев с Донбасса устроились на работу. Проблемы возникают у пенсионеров, инвалидов и мам с маленькими детьми. Многие работать вовсе не могут, а получать материальную поддержку им неоткуда. Ольга Коняева, Константин Стратиенко, телеканал Юрган.